Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада вас приветствовать на очередном заседании Республиканского методического объединения руководителей общеобразовательных учреждений Республики Коми. И хотелось бы начать с того, что в сегодняшнюю повестку сегодняшнего дня у нас внесено изменение. И первый вопрос, который мы хотели бы осветить в соответствии с вашими тоже заявками, это организация летнего отдыха и оздоровления учащихся. Компания «Лето-2019». И я предоставляю слово Казаковой Елене Александровне, начальнику отдела дополнительного образования и летнего отдыха Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Пожалуйста, Елена Александровна. Презентацию уже видно. Да? Добрый день, уважаемые коллеги. Как вы знаете, летняя оздоровительная кампания 2019 года у нас стартует уже через неделю. В 2019 году перед нами правительством Республики Коми поставлена очень серьезная задача обеспечить охват детей отдыхом и оздоровлением на уровне прошлого года, а это 52% от общего количества детей школьного возраста. То есть 56 тысяч детей. И я очень надеюсь, что данного показателя мы сможем достигнуть только благодаря совместными усилиями. В последние годы очень много обновляется, актуализируется нормативная база в сфере отдыха и оздоровления. И мне бы сейчас вкратце хотелось осветить, что нового за последние 3 года появилось в данной сфере. Перед вами на слайде размещена сеть детских оздоровительных лагерей, именно республиканских. Вы можете видеть, да, что согласно реестру, который размещен на нашем сайте, у нас в 2019 году летом будет функционировать 9 стационарных лагерей, 345 лагерей с дневным пребыванием и 103 лагеря труда и отдыха. И как раз более подробно мне бы хотелось остановиться на лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха, потому что все эти организации отдыха детей и их оздоровления, они, как правило, организуются на базе образовательных организаций. В 2017 году приказом Министерства еще тогда образования и науки Российской Федерации был принят приказ об утверждении примерных положений организации отдыха детей и их оздоровления. Выходные данные вы видите на сайте. Положения были структурированы по типам лагерей, и то, что вас касается, да, это лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха. Лагеря палаточного типа уже с 2017 года на территории Республики Коми не организуются, поэтому давайте остановимся подробно на положениях по лагерям с дневным пребыванием. Эти положения и лагерям труда и отдыха регламентируют деятельность этих лагерей, порядок их организации, медицинское обеспечение, основные положения по кадрам, по программам. Я предлагаю ознакомиться, они размещены на нашем сайте, на что бы хотела обратить ваше внимание. Лагеря с дневным пребыванием у нас организуются для детей от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно. Анализ же функционирования наших лагерей за последние годы показывает, что в лагерях охват детей – это в основном младшего школьного возраста. Дети среднего звена, дети старшего школьного возраста у нас данными формами отдыха и оздоровления не охвачены. А это не совсем верно, коллеги. И я обращаю ваше внимание на то, что мы должны организованными формами отдыха и оздоровления охватить все возрастные категории детей. Лагеря труда и отдыха, они организуются для детей с 14 до достижения 18 лет. Что еще нового вышло в федеральном законодательстве? Приказом Министерства образования и науки в 2018 году была утверждена примерная форма договора об организации отдыха и оздоровления ребенка. И теперь, когда вы ведете работу с родителями по участию детей в работе лагеря, вы руководствуйтесь, пожалуйста, именно этой формой договора для организации работы.
дальнейшее. Также принят профстандарт, он так утвержден приказом Минтруда России, утвержден стандарт специалиста, участвующего в организации деятельности детского коллектива, то есть стандарт вожатого. И здесь две трудовые функции, вы можете видеть на слайде, это сопровождение детского коллектива в условиях детского лагеря под руководством педагогического работника. И следующая трудовая функция – оказание организационной поддержки обучающимся в образовательной организации в создании и развитии деятельности детского коллектива и тоже под руководством педработника. Основные требования, да, какие? Вожатый обязательно у нас проходит профобучение по программам профподготовки. Сегодня у нас данные программы реализуются на базе Сыктывкарского государственного университета и Ухтинского государственного университета. Также вожатый обязательно проходит предварительные периодические медицинские осмотры. Следующий момент. Кто может быть принят на должность вожатого? Это совершеннолетние граждане и не имеющие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, имеющие основное общее образование и среднее общее образование без предъявления к стажу работы. Еще одно, на что я хотела бы обратить ваше внимание, что принято сейчас, да, я сказала, что палаточные лагеря на территории Республики Коми не организуются ввиду эндемичности территории. Вместе с тем, при организации лагеря труда и отдыха и лагеря с дневным пребыванием вы можете выходить в туристические походы. Туристические походы у нас, да, тоже также, помимо того, что мы должны были информировать обязательно МЧС о выходе, да, в поход, вместе с тем сейчас именно 85-м федеральным законом, просто нет здесь на слайде, поэтому 85-й федеральный закон был принят в 2018 году, у нас формируется список рекомендуемых туристических маршрутов. Данный список формируется уполномоченным органом в данной сфере. У нас в Республике Коми им является Министерство культуры. И данный список рекомендуемых маршрутов, которых вы можете использовать у себя в работе при организации лагеря, размещен как на сайте Министерства культуры, так и на сайте Министерства образования в разделе «Оздоровление и отдых». Что нового у нас в региональном законодательстве? Вы знаете, что ежегодно у нас выделяются путевки на условиях софинансирования из республиканского бюджета для организации отдыха детей как на территории Республики Коми в стационарных республиканских детских лагерях, так и за ее пределами в лагерях, расположенных в средней полосе, лагерях, расположенных на Черноморском побережье. В этом году выделено у нас 13 тысяч путевок для различных категорий детей. И здесь мне бы хотелось сказать об изменении в софинансировании, в условиях софинансирования этих путевок. Они были внесены в 2019 году. И здесь сегодня мы говорим о том, что для одаренных детей, включенных в региональный реестр одаренных детей, выделяется бесплатная путевка. Региональный реестр, да, что у нас, чем руководствуется? Руководствуется он двумя нашими приказами. Один межведомственный, Министерство культуры, Минобразования и Министерство спорта о формировании и ведении реестра. Это дети, в реестр включаются победители и призеры мероприятий из ежегодно утверждаемых региональных и федеральных перечней мероприятий, а также обучающиеся, приглашенные в образовательный центр «Сириус». В этот перечень сегодня у нас включено 64 мероприятия по направлениям искусство, наука и спорт. И для того, чтобы ребенок подтвердил свой статус одаренный, да, если вы работаете, да, у себя в образовательных организациях, и прежде всего родители, они придут к вам, вы должны предоставить им скриншот из личной странички ребенка с его портфолио. Там указано, что ребенок включен в региональный реестр. Основные задачи нашей оздоровительной кампании в этом году, как я уже сказала, это в первую очередь разнообразие и доступность отдыха для всех категорий детей. Не только возрастных, но и для детей с инвалидностью, для детей с ограниченными возможностями здоровья. Особенно я обращаю ваше внимание на обязательную занятость в летний период
детей, состоящих на различных профилактических учетах. Данный вопрос находится на постоянном контроле и Министерства просвещения Российской Федерации, и правительства Республики Коми. У нас будет ежемесячно организован мониторинг данной занятости по каждому ребенку, именно персональной занятости. Поэтому прошу организовать эту работу, детей данной категории вовлекать именно в организованные формы отдыха и оздоровления. Здесь еще раз, пожалуйста, проведите индивидуальную работу и с родителями, и с детьми по участию их в деятельности лагерей, которые организуются не только на базе вашей образовательной организации, но еще и в стационарных лагерях по тем путевкам, которые выделяются Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Следующий момент – подготовка и подбор кадров. Уважаемые коллеги, в прошлом году было очень много нареканий со стороны госинспекции по документам, которые предоставляют работники при приеме на работу. Может быть, знаете, говорю прописные истины, но вот в ряде именно лагерей с дневным пребыванием работников не было справок об отсутствии судимости. Это, коллеги, это, как сказать, очень просто. Эту работу необходимо организовывать и контролировать, то, чтобы все документы необходимые были предоставлены. Также следующий момент. В ряде лагерей с дневным пребыванием у работников пищеблока отсутствовали медицинские книжки, отсутствовали сведения о прививках о норовирус. Я не буду называть территории, но эти факты были. Поэтому контроль за подготовкой кадров. Плюс, как я уже сказала, вожатые. Если вы берете на работу вожатых, обязательно должны быть сертификаты о прохождении профподготовки. И сертификаты эти должны быть не скачанные с интернета. Такие случаи тоже были в прошлом году. А именно предоставлены от тех организаций, которые имеют лицензию на данный вид деятельности. Следующий момент – это максимальный охват не только отдыхом, но и досугом. Ну, это, наверное, в большей степени относится и к управлению образования, ну, наверное, и к вам. У нас лагеря, как правило, ваши лагеря с дневным пребыванием, они и лагеря труда и отдыха функционируют только в июне. В июле, в августе, я понимаю, в силу ряда причин организация данных лагерей не осуществляется. Вместе с тем есть другие формы досуга. Как я уже говорила, и туристические маршруты, туристические походы, экскурсионная деятельность. Но здесь мне также хотелось бы остановиться на одном моменте. Очень часто у нас обсуждается на координационном совете самовольные выезды детей, организованные самостоятельно образовательной организацией либо педагогами. Обращаю ваше внимание на то, что если вы вывозите детей за пределы, в лагерь, расположенный на морском побережье, в средней полосе, вы должны в первую очередь удостовериться, что этот лагерь включен в реестр организации отдыха детей и оздоровления того субъекта, на территории которого расположен лагерь. Это в первую очередь. Дальше, естественно, информирование Роспотребнадзора о выезде. В прошлом году также имели случаи выезда организованных групп детей в лагеря несанкционированные, лагеря, которые не имели разрешительного документа Роспотребнадзора о деятельности своей. Пожалуйста, обратите на это внимание, проведите работу с педагогами, с родителями. В первую очередь лагерь должен быть включен в реестр и должен иметь заключение Роспотребнадзора о соответствии его деятельности санитарным нормам и требованиям, предъявляемым в данной сфере. Это обязательно. И еще момент очень важный – это безопасность. О безопасности мы говорим сейчас постоянно. Буквально сегодня пришла у нас правительственная телеграмма с просьбой организовать работу в летний период акции «Безопасное лето», провести мероприятия в лагерях, организуемых
на базах школ, на базах учреждений доп. Образования, именно по комплекс мероприятий, направленных на обеспечение комплексной безопасности, санитарной, инфраструктурной, медицинской, информационной. Вы знаете, что у нас сейчас идет работа по оценке готовности лагерей к отдыху и оздоровлению. Возможно, более подробно Евгений Евгеньевич об этом расскажет. Оценка готовности наших лагерей будет обсуждаться 30 мая на межведомственной комиссии под председательством заместителя председателя правительства Натальи Алексеевны Михальченковой. Я знаю, что в территориях данная работа ведется, сейчас ведется мониторинг как раз об организации работы. Я надеюсь, что как раз вот совместными усилиями мы сможем выполнить все и подготовить наши базы в срок для принятия детей. Желаю всем успешной летней оздоровительной кампании. Спасибо. Большое спасибо, Елена Александровна. Я думаю, что если какие-то вопросы у директоров образовательных организаций возникнут, потому что проблема вообще очень серьезная, и требования с каждым годом становятся более жестче, ну и это правильно, все-таки здесь вопросы жизни и сохранности здоровья обучающихся, то, уважаемые коллеги, я думаю, что задать и напрямую, обратившись в министерство в данный отдел, еще раз повторяю, это отдел дополнительного образования и летнего отдыха обучающихся, непосредственно к руководителю, любому специалисту. Я думаю, что любой этот вопрос не останется без ответа в обязательном порядке. Ну и если есть необходимость, значит, какие-то моменты, которые Елена Александровна осветила, еще раз на них остановиться, то, конечно, вы можете выйти на сайт института в раздел «Работа РМО» и посмотреть еще раз видеозапись данного заседания. На вопросы, если есть необходимость, можно задать и прямо, так сказать, мне как руководителю РМО, любому специалисту он будет перенаправлен, и вы получите соответствующий ответ. Итак, спасибо большое еще раз, Елена Александровна. А мы переходим ко второму вопросу, и я приглашаю Митюшова Евгения Евгеньевича, заместителя начальника отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Этот вопрос был сформулирован вами, и звучала ваша просьба осветить проблему следующим образом. Организация антитеррористической защищенности объектов образования, как в условиях недостаточного финансирования, я так понимаю, обеспечить выполнение требований, чтобы учреждения были приняты, да, и к началу учебного года эта проблема будет опять актуальной. Итак, Евгений Евгеньевич, пожалуйста, вам слово. Спасибо. В самом начале хочу сказать, что если по ходу будут какие-то вопросы, прошу сразу же их обозначать в чате, для того, чтобы я мог в конце ответить подробно и детально на все, собственно, волнующие темы. В первую очередь хочу обратить внимание, что по нормативным документам, да, предъявляются требования именно к антитеррористической защищенности. Но еще до этого, и если говорить по-простому, то это противокриминальная безопасность. То есть, если, так скажем, зачастую угрозы террористического характера от нас, возможно, далеки, в том числе с учетом особенностей региона, с учетом обстановки в регионе, то вот угрозы криминального характера, они все-таки ближе к нам, и поэтому для нас, наверное, более актуальны. Но тот комплекс мероприятий в плане обеспечения безопасности, который должен реализовываться по требованиям к антитеррористической защищенности, он ровно так же соответствует тем мероприятиям, которые мы должны принимать, проводить в целях обеспечения противокриминальной безопасности. Так вот, зачастую встречается в образовательных организациях ситуация, когда уже при входе в нее мы понимаем, что безопасности нет. Таким, так скажем, ярким выражением этот случай называют проходной двор. Вот когда мы приходим в образовательную организацию и элементарно на самом начале мы не видим организованного пропускного режима, мы не видим сотрудников охраны, или мы не видим вахтеров, или мы не видим каких-либо иных лиц, ответственных за
так скажем, пропускной режим, мы, собственно, задаемся вопросом, так это что, сюда каждый, получается, может зайти? О какой вообще безопасности в такой ситуации может идти речь? Простейшее мероприятие, абсолютно простейшее обеспечение пропускного режима. Нет абсолютно ничего в этом сложного. Оно не требует никакого дополнительного финансирования. Оно не требует каких-либо особых познаний. Оно достаточно легко для реализации. Но почему-то до сих пор остаются в этом проблемы. Примеров масса, примеров достаточно. Очень часто это все выглядит как для проверки мы демонстрируем, что у нас все замечательно, есть инструкция, утверждено, есть приказ, все ознакомлены. Вот здесь вот я пришел, или какой-то другой сотрудник, или сотрудник прокуратуры, кто угодно. Мы просим документы, тут же стоит директор рядышком, который, ну, по сути, все, теряет смысл просить у меня документы, директор, вот он встречает. Ну, мы демонстрируем что-то. Мы уходим, и все возвращается на свои места. Документы все есть, инструкции утверждены, все замечательно, но требования простейшие, элементарные пропускного режима не соблюдаются. Это актуально для всех образовательных организаций, даже тех, которые уверены в том, что у них все хорошо. Если, как гражданин, каждый из вас вечером, в нерабочее время, в выходной день пойдет, погуляет, поездит на машине по городу, по своему населенному пункту, я думаю, немало случаев он воочию увидит, когда ворота школьные открыты в выходные дни, когда калитки на территории образовательных организаций вообще в принципе не оборудованы ни замками, ни какими-либо средствами для того, чтобы, ну, в принципе обезопасить территорию. Или когда в нерабочее время, вот образовательный процесс закончился, там 3 часа настало, 4 часа настало, все, мы ослабили бдительность. Родитель приходит, посетитель приходит, кто угодно приходит, его уже никто не останавливает, и о нем никто уже не спрашивает. Он уже никому не интересен. Хотя это то самое, так скажем, уязвимое место, которое позволит злоумышленнику исполнить свой план. И в том числе не только как террориста, а как, ну, просто злоумышленник. Очень важно понимать, что такое контролируемая зона учреждения. Вы должны определить для себя какой-то вот периметр, либо это у вас будет здание, либо это у вас будет вся территория. Так вот, на этой вот, в этом пространстве несанкционированное пребывание посторонних лиц должно быть полностью исключено. Вот это задача пропускного режима. Что мы понимаем под той работой, которая называется вот, мероприятие по обеспечению антитеррористической защищенности? Как и любая безопасность, это меры организационного характера и меры, так скажем, инженерно-технического характера. Вот в организационные входит все, что касается там, приказов, положений, ознакомлений, контроля и всего-всего-всего. На это нам не требуются средства никакие. Вот пропускной режим – это одна из составляющих организационных мер. И вторая часть – это инженерно-техническая защищенность. Здесь необходимо финансовые вложения, здесь необходимы, возможно, какие-то капитальные работы. Сюда относятся системы видеонаблюдения, контроля доступа, всевозможные системы. Сегодня практически все школы уже оснащены основными, скажем так, средствами инженерно-технической защиты. За последние годы ситуация улучшилась существенно. Особенно существенно ситуация улучшилась по государственным учреждениям за прошедшие года 3. Остаются, да, некоторые вопросы нерешенными, но даже в этих условиях мы уже можем говорить о том, что мы принимаем меры безопасности достаточные для того, чтобы в учреждении было спокойно и безопасно. Что нам мешает? Нам мешает как раз таки, сколько бы мы ни вложили средств, мы можем потратить миллионы рублей на приведение объекта в соответствии с требованиями, но какой-то простейший человеческий фактор, который стоит в рублях 0 рублей 0 копеек, он просто полностью нивелирует все наши финансовые усилия. Вот в плане безопасности, когда говорят о человеческом факторе, говорят примерно такое соотношение: 70% решает человек
и 30% это относится к этим всем системам. Так вот, пока не будет у руководителя учреждения, у руководителя объекта, у персонала, который отвечает за безопасность на объекте, вот этой ответственности, когда не будет должного контроля, мы не сможем избавиться от того самого человеческого фактора, который в данной ситуации имеет большее влияние, нежели любые инженерно-технические средства. Даже если систему видеонаблюдения мы установим, но при этом, допустим, человеческий фактор, она может выйти из строя через месяц, она может перестать работать, ее никто не будет контролировать, ее никто не будет закладывать средства на ее обслуживание. Упадет снег, немножечко подвинется камера. Какой будет в ней смысл? Никакого. Опять же, человеческий фактор. Для того, чтобы повысить состояние защищенности, принимается очень много различных мер, проводится достаточное количество мероприятий, и огромное число типовых документов, в частности, разработано. И методически, чего только не направлено и что только не сформировано, есть все необходимое. За последние годы, опять же, было принято несколько решений по выделению дополнительных средств исключительно на эти цели. В этом году немалая сумма пойдет по Республике Коми в муниципальное образование. В общей сложности порядка 200 миллионов рублей будет в ближайшие вот уже дни правительством Республики Коми распределено между муниципальными образованиями. В очень многих учреждениях муниципальных будут проводиться работы в течение летнего периода в рамках подготовки к новому учебному году по оснащению объектов инженерно-техническими средствами и системами охраны. Здесь важно понимать, что, во-первых, с одной стороны у нас есть требования, которые мы должны выполнить и обеспечить, а во-вторых, мы должны с другой стороны понимать, что не стоит просто так взять и бездумно израсходовать средства и при этом достичь только лишь одной цели — выполнить требования. Возможно, какие-то вещи будут полезны вам. Например, видеонаблюдение можно всегда сделать таким, чтобы оно работало на благо учреждения. Систему оповещения можно всегда сделать такой, чтобы она работала на благо учреждения. Потом, нельзя забывать, что нельзя повесить, скажем, колеса от Мерседеса на Запорожец. Не имеет никакого смысла. Вот аналогично, не будет никакого смысла ставить дорогие ворота на деревянный забор. Это очень важно для многих директоров. Почему? Потому что были ситуации, были случаи, и они достаточно известны и широко распространенные в средствах массовой информации. Нужно подходить грамотно, нужно планировать, продумывать все эти вещи и не просто бездумно, быстро потратить средства для того, чтобы какую-то там галочку где-то поставить. Нужно действительно провести какие-то полезные для учреждения и для состояния безопасности учреждения работы. В результате мы ожидаем, что уже к началу нового учебного года примерно 15% образовательных организаций по Республике Коми будет полностью соответствовать требованиям. Это очень маленький процент. Процент маленький такой. Почему? Потому что сами требования вступили в силу только в конце 2017 года, и по сути это вот только первые мероприятия, которые реально проводятся в этих целях. Есть еще один такой тонкий момент, это частная охрана. Частная охрана. Стоит она немалых средств, зачастую учреждение не может принять решение по привлечению к физической охране частной охранной организации, потому что соответствующие средства на финансовый год не предусмотрены, не запланированы. Некоторые оптимизируют свой хозяйственный персонал с целью высвобождения средств и заключения соответствующих договоров с уже квалифицированными организациями. Некоторые, собственно, не предпринимают абсолютно никаких действий. Что стоит отметить? Во-первых, по всей Республике Коми частных охранных организаций, так скажем, не совсем достаточно. Примерно в половине муниципальных образований они представлены. В другой
половине, они не представлены. И можно говорить директору о том, что у нас нету ЧОПа здесь, но мы не можем ничего сделать. Ну, как сказать, не можем ничего сделать. Никто не отменял контрактную систему и размещение открытых конкурентных процедур. В Республике Коми уже есть практика, когда объекты образовательных организаций охраняют частные охранные организации, не действующие, так скажем, не получавшие лицензию на территории Республики Коми из других регионов. То есть некий интерес есть. И, в принципе, это возможно. И если на территории муниципалитета или населенного пункта есть какие-то предприятия, которые уже охраняются частными охранными организациями, возможно, это тот самый случай, когда привлечены к охране организации из других регионов. И образовательные организации могут поступать тем же самым образом. Единственное требование у такой частной охранной организации должен быть обязательно 7-й пункт в лицензии. Он должен быть разрешен, там должна стоять подпись и печать лицензирующего органа Управления Росгвардии по Республике Коми. Этот пункт говорит о том, что этой частной охранной организации разрешено обеспечивать охрану и осуществлять пропускной внутриобъектовый режим на объектах, в отношении которых установлены обязательные требования к их антитеррористической защищенности. В нашем случае это вот то самое постановление правительства 1235. Оно устанавливает обязательные требования. Соответственно, частные охранные организации, не имеющие такой лицензии, не имеют права нас охранять. Это будет нарушение как для них, так и для вас. Заключать договора с организациями, не имеющими такой разрешенный вид деятельности в лицензии, недопустимо. Что еще важно с частными охранными организациями сказать? Часто директор школы, директор учреждения считает, что он заключил договор, и на этом все. Он выполнил свою миссию, у него все хорошо. У него есть частная охрана. Понятно ведь, что сотрудники, которые, так скажем, сидят вот на посту, охранники, они тоже люди, это тоже человеческий фактор, тот самый, который имеет такое большое влияние. И уже через день, два, три, как только он поймет, что руководству учреждения абсолютно неинтересно, что там происходит, он будет заниматься своими делами. Он не будет выполнять те требования, которые установлены на вашем объекте. В данном случае вы, как руководитель учреждения, вправе установить требования. Вы вправе принять положение о пропускном режиме. Вы вправе продумать, как это все будет осуществляться, кто проходит так, кого впускать, кого не выпускать. Это ваше право. А он, сотрудник охраны, сотрудник частной охранной организации, обязан по договору или контракту государственному, муниципальному, без разницы, он обязан исполнять ваши требования. Это прописывается в документации. И вы вправе, и не только вправе, но и обязаны контролировать. Притом контролировать — это не раз в полгодика сказать ему, почему люди проходят просто так, а это ежедневная работа. И только вот при таком условии мы сможем добиться той ситуации, когда и частный охранник исполняет свои обязанности добросовестно, и у вас в учреждении не тот самый проходной двор. Более того, будет очень обидно, когда в средствах массовой информации или где-то еще появится публикация, что вот мы тут зашли, а если еще с общественными организациями, если еще с МВД, если еще с прокуратурой. Эти ситуации были, можно поискать в региональных средствах массовой информации. А у нас сидит частный охранник, а за что мы ему платим? А у меня вопрос, а за что мы тогда платим руководителю учреждения, если он не может простейшую вещь отконтролировать? Я думаю, что это важно. По частной охранной организации, в принципе, если работа будет организована достаточно четко, и если руководитель учреждения все-таки заинтересован в этом, то все должно быть хорошо. И поэтому, возможно, те ситуации, когда руководители принимают решение отказаться от собственной, так скажем, службы в пользу частной охранной организации, могут только выиграть. Просто нужно, может быть, взвесить все за и против, еще раз подумать и спланировать, как эту работу проводить.
Для того, чтобы вам было проще разбираться со всеми этими требованиями, вот в числе всех типовых документов Министерством образования был подготовлен документ «Типовое техническое задание» на как раз оказание услуг частной охранной организации. Вот это типовое техническое задание можно как в документацию по конкурентным процедурам включать, так и в прямые договора, в принципе, тоже его можно включать, либо в составе текста договора, либо приложением к договору. Там все, так скажем, важнейшие условия для того, чтобы потом руководители учреждений могли спросить с частных охранных организаций. Они все заложены. Главное только желание руководителей. Только желание. И понимание, что это действительно, какой-то, знаете, вот часть лица учреждения. Любой посетитель, который к вам приходит, он в первую очередь сталкивается именно с вопросом входа в ваше учреждение. И после этого формируется отношения и все остальное. Что еще хочу отметить, что в связи с выделением вот этого дополнительного, так скажем, целевого финансирования в этом году, в течение летнего периода будет выполнено немало мероприятий, и часть учреждений, как я уже сказал, будет приведена в полное соответствие требованиям. Естественно, это все необходимо учесть при проведении оценки готовности и при приемке учреждения к новому учебному году. Во-первых, те учреждения, которые будут приведены в полное соответствие, а я думаю, у руководителей будет это понимание вместе с управлениями образования, соответствующие будут учреждения отобраны, спланированы соответствующие работы. Так вот, им будет необходимо вместе с управлением Росгвардии, с сотрудниками, которые на местах представляют Росгвардию, провести повторное обследование и категорирование. Это важно будет сделать для того, чтобы в дальнейшем избежать возможных санкций и лишних вопросов со стороны контрольно-надзорных органов, со стороны прокуратуры, со стороны ФСБ. Вы в результате в акте обследования и категорирования сможете сформулировать вывод: объект соответствует требованиям. В дальнейшем этот вывод войдет в паспорт безопасности, и к вам вообще больше не будет вопросов по этой тематике. За исключением организационных мер и того самого человеческого фактора. Соответствующая договоренность с управлением Росгвардии достигнута. Они будут участвовать в составе комиссии по приемке. По практике последних лет они участвовали, но в этом году как раз основная задача — это совместить и приемку, и обследование с тем, чтобы получить заветный документ с выводом «соответствует требованиям», минимизировать в дальнейшем эти риски. Что касается остальных учреждений, в которых будут проведены просто какие-то работы частично, или в которых, может быть, ничего не будет проводиться в этом году, мы все прекрасно понимаем ситуацию, и мы все прекрасно понимаем условия и то, с чем приходится работать. Естественно, это не повлияет на результат приемки, естественно, это будет должно отражаться в акте приемки, естественно, должны прописаны быть соответствующие рекомендации, естественно, ваши документы должны содержать соответствующие планы по устранению этих недостатков. Да, это все обязательно, это все безусловно, это все необходимо. Естественно, само учреждение тоже должно принимать какие-то меры для того, чтобы с этой ситуацией справиться. До, этого целевого финансирования практически все учреждения сумели поставить системы видеонаблюдения. С таким же успехом можно поэтапно, потихоньку, от года к году двигаться, постепенно улучшая состояние. Опять же, не забывая, что обеспечение безопасности в соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции образовательной организации. Ни к компетенции органа управления образованием, ни к компетенции органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а именно образовательной организации. Поэтому говорить о том, что нам не выделили, нам не досталось, это неправильно, это противоречит закону.
Это противоречит закону. Еще здесь в части противоречия закону хочу остановиться на одном моменте. Система контроля управления доступом. Турникеты с карточками. Тонкий здесь зачастую возникает момент, либо домофоны с ключами. Очень тонкий момент, когда мы сталкивались с ситуацией, что родители вынуждены эти карточки приобретать. Это совсем нехорошо, это точно невозможно. Поэтому, если мы планируем использовать вот эти вот карточки для доступа, если мы планируем ключи электронные какие-то, да, от домофона или от чего-то в детских садиках применять, то, наверное, надо продумать, как вы их будете родителям передавать или там детям передавать, обучающимся, и как вы будете осуществлять их учет и возврат. Потому что каждый такой ключик, его программирование стоит определенных средств, и возможно, нужно будет эту систему продумать тщательно и грамотно. Опять же, первичное, вторичное получение, в каком случае это бесплатно, в каком случае это требует возмещения. Это, опять же, все отнесено к компетенции образовательной организации, и все эти вопросы должны быть решены руководителем учреждения. Собственно, вот основные моменты, и еще раз все-таки хочу обратить внимание. Можно очень многое сделать без дополнительных средств. Можно. Главное, чтобы руководителю это было важно, чтобы ему это было нужно. Главное, чтобы понимание какое-то было, да, понимание. И тогда вопросов меньше гораздо будет, со стороны в том числе и проверяющих органов. Если вы даже сформируете план и в нем пропишете что-то, если у вас все остальное выполнено, ну, естественно, совершенно другое отношение. На этом у меня все. Если есть какие-то вопросы. Ну, также, наверное, можно будет, да, обратиться в отдел. Да, конечно, да. Конечно, мы всегда полностью помогаем по любым вопросам и готовы. Можно еще, Евгений Ильич, вот такой вопрос, с которым часто обращаются руководители, поскольку разработка нормативно-правовых документов или нормативно-правовое обеспечение реализации, да, безопасности в учреждении вызывает зачастую вопросы у многих руководителей. Есть ли какая-то возможность сконцентрированно где-то, может быть, на сайте министерства, в отделе, допустим, в разделе определенном поместить вот те хотя бы методические рекомендации, те образцы, о которых вы сегодня говорили, допустим, типовых договоров и так далее, по всем направлениям безопасности, то есть имеется в виду в комплексе и пожарная, да, антитеррористическая, то есть с пребыванием массовым людей, где бы могли уже все-таки обращаться руководителю, поскольку изменения нормативной базы идут достаточно быстро, и не всегда на местах есть возможность это отследить и отреагировать правильным образом. Можно ли попросить обратиться к вам с такой просьбой, где-то это сконцентрированно разместить? Это уже, в принципе, сформировано есть, да, на официальном сайте министерства, есть раздел «Комплексная безопасность», там по подразделам есть, так скажем, основные документы. Да, там, возможно, присутствуют не все документы в силу тех или иных ограничений. Ну, понятно, что ряд документов, да, они не могут быть размещены, вот, но самые простейшие, которые, так сказать... Еще один источник назову. Всех этих документов мы сотрудничаем с Управлением противопожарной службы и гражданской защиты. Это учреждения, которые проводят обучение должностных лиц по пожарно-техническому минимуму, по гражданской обороне и по противодействию терроризму. Вот то, что бесплатно слушатели направляются в рамках государственной программы защиты населения. Преподавателями там всегда выдаются ссылки на облачные хранилища, которые, в принципе, я думаю, есть в каждом учреждении. Так вот, на этом облачном хранилище присутствуют все те документы, которые были разработаны и доведены когда-либо министерством по этой тематике. То есть непосредственно на сайтах этих учреждений, да, можно будет найти? Да, хорошо. Да. Ну, уважаемые коллеги, значит, опять же обращаюсь, что если есть вопросы, можно напрямую выходить на отдел комплексной безопасности министерства, задавать интересующие вас вопросы, и ответы, конечно, будут вами в обязательном порядке получены. Спасибо, Евгений Евгеньевич, за очень полезную информацию, за конструктивный такой разговор. Спасибо большое. Итак, мы переходим к последнему вопросу, уважаемые коллеги, нашей повестки дня, и я предоставляю слово по вопросу организация внеурочной деятельности учащихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
Слово заместителю директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина, город Сыктывкар, Горбатенко Веронике Ивановне. Пожалуйста, Вероника Ивановна. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня у меня вопрос методического характера. Я бы хотела вам представить модель внеурочной деятельности гимназии Пушкина и немного пояснить по тем аспектам, которые касаются внеурочной деятельности. Вы видите эту прекрасную зеленую доску, и она говорит о том, что внеурочная деятельность все-таки не может существовать в полном отрыве от урочной деятельности. Тем не менее, в центре нашей модели это дети, да, дети, причем те, которые держатся за руки, которые одеты даже неформально, да, то есть мы понимаем из этой картинки, если можно ее так назвать, что эти дети заняты неформальной деятельностью, что в принципе и подразумевает вся система внеурочной деятельности, но при этом у них за плечами рюкзаки с определенным набором школьных инструментов, и мы понимаем, что это все-таки деятельность образовательная, без нее никак, так как мы все-таки реализуем внеурочную деятельность в рамках основной образовательной программы. Планируемые результаты основной образовательной программы, вы их видите на экране, вы все их прекрасно знаете, это и предметные результаты, и метапредметные результаты, и личностные результаты. Мы в гимназии четко понимаем и считаем, что мы должны на этом стоять до конца, что в рамках внеурочной деятельности все эти три группы планируемых результатов должны обязательно достигаться. Но при этом мы также понимаем, что у каждого работника гимназии, ну и работника школы, в общем, своя зона ответственности. На предметные результаты в основном, конечно, работает учитель. Учитель знает свой предмет, он работает в рамках своей предметной области, и его главная задача — это реализация предметных результатов. При этом, конечно, при организации работы по федеральному стандарту он также занимается развитием и метапредметных результатов. Мы обращаем особое внимание на то, чтобы учитель отслеживал все до единого метапредметные результаты, и учащиеся в конце года могли показать, чего они достигли. На метапредметные результаты также работает и классный руководитель, и библиотекарь, завбиблиотекарь в нашем случае, и педагоги доп. Образования. Как вы видите, мы к внеурочной деятельности привлекаем всех без исключения сотрудников гимназии, хотя на первый взгляд может показаться, что педагог доп. Образования вроде как должен существовать отдельно и не принимать участие в реализации внеурочной деятельности, тем не менее это не так. И я вам позже при презентации нашей модели расскажу, как конкретно и где он участвует. Ну и, конечно же, личностные результаты. Здесь мы считаем, что главным человеком в развитии личностных результатов является все-таки классный руководитель, который знает детей, знает классный коллектив, знает, на какую сферу личностных результатов нужно обратить внимание в первую очередь. Учитель, конечно же, также работает на личностный результат, причем не в рамках урока, а в рамках повседневного общения с учащимися. Также здесь представлены педагоги доп. Образования, педагог-психолог и воспитатель группы продленного дня, но это касается младших школьников. Администрация, естественно, имеет свои функции в данном случае. Это организационно-методическое обеспечение. Соответственно, нужно так скоординировать работу всех методических объединений в школе, работу временных проблемных групп или творческих групп педагогов, чтобы все четко понимали свои задачи и готовы были реализовать внеурочную деятельность в полном объеме. Ну и, соответственно, кадровое обеспечение. Это значит, что, во-первых, нужно, конечно же, обеспечить кадрами реализацию основной образовательной программы, а во-вторых, помочь этим кадрам соответствовать тем уровням ожиданий, которые к ним предъявляет администрация школы и родители, и учащиеся. Ну и, конечно же, никуда без финансового обеспечения, в частности, материально-технического оснащения. Причем здесь необходимо обратить внимание на то, что это материально-техническое оснащение должно быть направлено на все 5 направлений развития личности, поскольку, так часто бывает, я думаю, что вы со мной согласитесь, что часто деньги распределяются не совсем равномерно, да, и когда в какой-то школе западает какое-то определенное направление развития личности, педагоги, и коллектив школы отвечает, что просто не было денег, чтобы закупить необходимое оборудование или инструменты для этого направления, или провести какие-то встречи, собрания с детьми, каким-то образом организовать эту внеурочную деятельность. Поэтому это предмет отдельного разговора, но техническое оснащение должно быть полным, удовлетворяющим всем запросам. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что
если рассматривать эти направления развития личности по отдельности, то программа курсов внеурочной деятельности учителя-предметника, она, конечно же, в первую очередь будет направлена на какое-то одно направление. Я думаю, что не только у нас было так, да, и на самом деле до сих пор остается так. То есть обычно программа курсов внеурочной деятельности — это либо общеинтеллектуальное направление, либо общекультурное, либо спортивно-оздоровительное, в случае, если это программа курсов внеурочной деятельности, например, учителя физической культуры. Поэтому в помощь учителям здесь приходят другие сотрудники, в частности, в нашей гимназии, они разрабатывают программы внеурочной деятельности классного руководителя, программы внеурочной деятельности воспитателя ГПД, педагога-психолога, руководителя клуба, педагога-организатора и так далее. То есть все облечено в оболочку программ, у которых есть свои цели, задачи и планируемые результаты, которые четко отслеживаются на окончании учебного года. Однако, я думаю, что в принципе эта система программ курсов внеурочной деятельности и программ внеурочной деятельности педагогов, она уже отработана, она есть во всех образовательных организациях не только Республики Коми, но и по всей Российской Федерации. А я вам хочу представить более подробно те 3 направления внеурочной деятельности, которые у нас есть и в которых мы достигли наибольшего успеха. Конечно же, все вы занимаетесь проектной деятельностью, ваши команды административные и команды педагогические обучают детей азам проектной деятельности. В нашей гимназии это выглядит следующим образом. Проектной деятельностью занимаются все учащиеся без исключения. В первых-третьих классах мы начинаем обучать детей азам, вовлекаем их в проектную деятельность. Они выполняют какие-то мини-проекты в рамках уроков и также вне урока, в рамках группы продленного дня. В 4 классах каждый учащийся разрабатывает и защищает групповой проект в составе группы из 2-3 человек. Как правило, работа длится не более 3 месяцев. В 5-8 классах каждый учащийся разрабатывает и защищает также групповой или индивидуальный проект. Здесь уже они сами вольны выбирать. Время работы над проектом включает защиту не более 1 года. Как правило, они это делают с октября по март-апрель месяц, и далее происходит защита проекта. В 9 классах, как вы знаете, по федеральному стандарту разработка и защита каждому учащимся итогового индивидуального проекта является обязательной. Время работы над проектом также не более 1 года. Учащиеся все без исключения защищают только индивидуальный проект. И в 10-11 классе, так как мы являемся федеральной площадкой по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, каждый ребенок должен разработать и защитить индивидуальный проект в рамках учебного предмета «Индивидуальный проект» при содействии привлечения тьютера из числа сотрудников гимназии или даже вне образовательной организации. И как видите, на данном этапе проектная деятельность уже уходит в урочную деятельность, она перестает быть внеурочной, хотя здесь, наверное, тоже так точно не скажешь, потому что очень большой объем работы ребята выполняют за рамками урока, который, к сожалению, только 1 раз в неделю. Так организуется проектная деятельность. Таким образом, мы стараемся на конец 11 класса получить ребенка, учащегося, который готов ставить цели, разбивать эти цели на задачи, достигать планируемых результатов и работать на общее благо. На благо себя, социума, мини-социума в школе, либо социума, например, как минимум в городе Сыктывкаре. Вторым форматом организации внеурочной деятельности являются межпредметные недели. Я думаю, что этот термин вам всем знаком, и многие из вас имеют такой опыт проведения межпредметных недель. Обычно, чаще всего, если даже, например, смотришь в интернете, встречаются предметные недели, например, предметная неделя учителей русского языка, предметная неделя учителей математики. Мы же, конечно, задумались о том, что те межпредметные связи, которые обозначены в основной образовательной программе и основного общего, и среднего общего образования, они должны быть установлены. А как же установить эти межпредметные связи, если не проводить какие-то межпредметные мероприятия? Причем это не в рамках урока, поскольку в рамках урока это очень сложно сделать. Соответственно, мы проводим такой формат. В прошлом году учебном мы пошли по принципу предметных областей. То есть если предметы входили в одну образовательную область, соответственно, эти учителя объединялись и реализовали комплекс мероприятий для детей. Но нам показалось этого мало, поскольку межпредметные связи в рамках одной образовательной области, они все-таки очень близки друг к другу. И поэтому в этом году мы путем рандомного выбора предметов
Это даже, ну, можно сказать, происходило действительно неожиданно, поскольку педагоги тянули бочонки из мешка, и тот номер, который им доставался, то есть те связи, которые, да, предметные, образовывались, они образовывались у них на глазах. И у нас получились очень интересные комбинации, например, ОБЖ, иностранный язык, и ЗОО, и география могли быть вместе. И, соответственно, учителям это поставило их в ситуацию поиска, то есть им нужно было определить реальные межпредметные связи между своими предметами и пути их достижения учащимися. Достаточно интересный формат. Ну и третий формат, который мы используем достаточно успешно уже на протяжении нескольких лет, это наш образовательный проект. Немножко тоже вам о нем расскажу. Образовательный проект, ну вы понимаете, да, что это система занятий, которые предусматривают комплексный характер деятельности всех участников, и в конце должен получиться определенный продукт за определенный промежуток времени. Мы вышли на такую схему образовательного проекта: 1/4, 1 образовательный проект. Таким образом, у нас их 4 в год. Начали мы их реализовывать с 14-15 учебного года. Задачи разные, да, чтобы понимать, потому что в наш образовательный проект включено 100% учащихся и 100% педагогов. Так вот, когда мы его задумывали, мы понимали, что нам нужно обеспечить участие всех учащихся, привлечь их к оценке и самооценке, что тоже на уроке не всегда возможно, определить векторы их личного развития и развития коллектива, сформировать новый уровень достижения ими личностных результатов в первую очередь, поскольку это та группа результатов, которая тяжелее всего, наверное, поддается развитию и оценке, тем более, что она оценивается не персонифицированно. И развитие ключевых профессиональных компетенций педагогов, поскольку при участии в наших проектах педагоги волей-неволей тоже развивают свои компетенции. Педагоги получили возможность посмотреть немножко по-другому на свое предметное содержание, интегрировать его в внеурочную деятельность, организовать проектную исследовательскую деятельность. Здесь они обучают учащихся азам этой деятельности. Ну и получить какие-то продукты, которые, возможно, можно будет применить в будущем. Учащиеся в первую очередь, конечно, думают об общении, о том, что они могут работать в разновозрастных группах, о том, что они выйдут за пределы гимназии, пообщаются со сверстниками, с представителями других возрастных групп, проявляют в нестандартной ситуации свои творческие способности, свои знания по предметам в новой незнакомой ситуации, ну и получают признание, достижения в самостоятельной групповой работе, о работе, которая организована совсем по-другому, не так, как это обычно происходит на уроке. Ну и родители наши, активные участники образовательных проектов, они приходят, мы вовлекаем их в деятельность, они совместно с детьми участвуют во всех мероприятиях. То есть у нас такое правило: если уж родитель пришел в этот день в гимназию, значит, он не просто наблюдатель, а активный участник всех мероприятий. Знакомится с учителями, видит их в неформальной обстановке и оценивает уровень социализации своего ребенка. Как я уже сказала, у нас 100% охват. И мы создаем эффект погружения в тематику проекта. То есть мы проводим проект в рамках одного дня. Иногда мы сохраняем уроки в этот день и параллельно с уроками проводим различные мероприятия. Иногда, если мероприятия проекта объемные, то мы в этот день не проводим уроков, а проводим как раз параллельные мероприятия в течение дня для разных групп классов учащихся. Мы вовлекаем родителей, привлекаем их внимание. Каждый раз по итогам образовательного проекта создаем в облаке отчет, фотоотчет, видеоотчет, какие-то видеоролики выкладываем, которые у нас с ребятами получились. Ну и отличительной особенностью также является то, что нам необходимо, наоборот, нет необходимости, да, формировать какую-то особую ресурсную базу, но это не значит, что мы ее не формируем. То есть если мы считаем, что база, например, соседних организаций, это библиотек, музеев, больше подходит для того или иного мероприятия, мы, конечно, пользуемся, да, этой возможностью. Ну и вот хочу вам показать примеры наших проектов. Я думаю, что я не буду их перечислять, но по названиям проектов понятна их тематика. Ни один раз не было повтора, то есть мы каждый раз придумываем что-то новое. Как вы видите, частично проекты приурочены к каким-то ключевым датам, каким-то важным событиям для республики, ну, например, с юбилеем «Моя республика», да, когда мы праздновали 95-летие Республики Коми. В 2016-2017 году, в конце года, мы праздновали, провели образовательный проект навстречу юбилею, так как у нас был 80-летний юбилей нашей гимназии. И в текущем учебном году мы планировали реализовать 4
образовательных проекта, начинающих со слова «будь», да, чтобы вселить в наших учащихся уверенность, то есть будь успешен, будь счастлив, будь грамотным и будь смелым. Но немножко вмешался в наши планы федеральный грант, который мы реализовывали, и мы поняли, что нам нужно завершить работу над федеральным грантом по поддержке детского и юношеского чтения, и поэтому в декабре заменили один из проектов на проект чтения «Вот лучшее учение», но тоже получилось очень хорошо. И вы видите, что один из проектов выделен красным, это потому что он еще не реализован, буквально в эту пятницу мы будем его проводить, поэтому если у вас есть возможность, вы хотите посмотреть, вы можете также прийти, мы открыты к сотрудничеству. Вот такая система работы у нас в рамках внеурочной деятельности в гимназии существует. Понятно, что администрация не находится в стороне. Директор и административная команда осуществляют контроль, мониторинг. В принципе, можно сказать, что мы являемся также и генераторами идей, да, которые мы подбрасываем педагогам, и педагоги на предметных МО или в рамках проблемно-творческих групп могут обсудить и выявить именно те направления, которые они считают наиболее актуальными. Вот, да. Ну и последнее, о чем я хотела сказать, что вся внеурочная деятельность в гимназии строится на определенных принципах. И это не просто слова, то есть за каждым принципом стоит реальная работа. Ну, как, например, принцип гуманистической направленности. Это понятно, что мы осознаем ценность личности, да, и весь потенциал творческих способностей детей, то есть и делаем все для того, чтобы раскрыть эти творческие способности. Принцип вариативности, я думаю, что вы увидели в нашей системе, да. Мы предоставляем возможность ребятам как использовать разные программы по направлениям развития личности, так и поработать в разных коллективах и в разных форматах. Принцип успешности и социальной значимости. Успешен должен быть каждый ребенок. И вначале, когда мы планировали образовательный проект, мы даже говорили, что проект живет до тех пор, пока он приносит положительный результат. Как только мы увидим, что минусы преобладают над плюсами, значит, этот формат необходимо закрывать и придумывать что-то новое. Принцип социального заказа. Наши социальные заказчики — это наши родители и наши дети. Очень часто дети перед мероприятиями, перед межпредметными неделями подходят и сами дают нам пищу для размышлений и говорят, какие мероприятия они хотели бы видеть. Принцип целостности, я думаю, что это понятно из того, что мы представляем вам все направления развития личности, а также все группы результатов, на которые мы работаем. Личностно-деятельностный подход во внеурочной деятельности является превалирующим, на мой взгляд. Каждый ребенок может выбрать себе формат и должен выбрать формат, либо как мы говорим, если ты не хочешь участвовать во внеурочной деятельности, то будь добр, объясни и прояви свои регулятивные качества, да, достижения регулятивных результатов. Ну и последний принцип, здесь он немного не виден, принцип кадровой политики. Мы создаем объединение педагогов именно по принципу того, какую проблему на данный момент нужно решить. Если у нас стоит проблема формирование, например, плана внеурочной деятельности на год, и мы понимаем, что как-то мы оторвались от реальности и надо спросить педагогов, мы создаем проблемно-творческую группу именно по этому вопросу. Если здесь все хорошо и нужно, например, обеспечить развитие определенного направления развития личности, значит, проблемно-творческая группа педагогов будет работать именно над этим. Вот, в принципе, все, что я хотела рассказать о нашей системе. Если есть вопросы, готова на них ответить. Спасибо. Спасибо, Вероника Ивановна. Я думаю, что вот этот опыт гимназии искусств, которая работает достаточно уже успешно и имеет, в принципе, мы сейчас увидели достаточно такую стройную, да, комплексную систему, и подход виден к организации внеурочной деятельности, я думаю, будет полезен. И, наверное, у вас на сайте есть тоже возможность поинтересоваться, да, ведь конечно, выйти да. и посмотреть, как организована внеурочная деятельность. Это один из лучших опытов в Сыктывкаре, по крайней мере, точно по организации внеурочной деятельности. Уже такой серьезный такой подход, да. И видно, что отработаны и уже результативные. Поэтому, коллеги, пожалуйста, гимназия искусств, официальный сайт учреждения, гимназия имени Александра Сергеевича Пушкина, город Сыктывкар, можно посмотреть всю эту информацию и задать вопросы, если что-то. Да. И я знаю, что гимназия всегда поделится любыми, если нужно, и нормативными документами, и для встреч открыта.
Коллеги, обращайтесь, пожалуйста. Спасибо, Спасибо. Вероника Ивановна. На сегодня повестка нашего Республиканского методического объединения исчерпана. Я благодарю всех за работу, за участие и приглашаю вас принять участие в июне месяце в следующем нашем заседании, собрании, где мы будем рассматривать вопросы и будут приглашены для участия представители надзорно-контрольных органов Министерства образования нашего, это и финансово-хозяйственная деятельность учреждения, и управление также по надзору и контролю в сфере образования. Эти вопросы вы тоже сформулированы, и где-то во второй половине июня мы с вами встретимся и предоставим возможность пообщаться. Заранее можно еще вопросы нам послать на сайт РМО. Спасибо большое. Всего